Наша тема – вечная мерзлота. Но путешествие в ее вечное царство, в Якутию, началось не на трапе самолета. Оно началось, пожалуй, с этого альбома. С альбома до старинных книг, непримиримо спорящих между собой. Что есть мерзлота? Благо или проклятие природы? Друг или враг? При взгляде на сию пустоту и дикость рождается мысль. Будут ли когда-нибудь берега Лены заселены так, как берега Волги? Здешняя почва, принадлежащим стараниям, может доставить пропитание трудолюбивому земледельцу. Не говоря о земледелии как о деле несбыточном в этом крае, не будем придумывать для него, господа, теории возможностей. Я живой свидетель того процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, смягчается стужа, из земли извлекаются теплота и растительность. Так как на севере постоянные льды и хлебопашество невозможно, необходимо народ удалить с севера и отправить во внутренние стороны государства. Кто из них прав? Скажем сразу, в Якутии мы не нашли однозначного ответа. Да и мерзлота на деле оказалась не столь уж вечной. Как и большинству наших сограждан, которые никогда с мерзлотой не сталкивались, она представлялась нам, отклонением от нормы, что ли, курьезом северной природы. Но поскольку вечная мерзлота занимает 47% территории страны, какие уж тут курьезы. Даже всемирно известных наших черноземов в 6-раз меньше. А эпицентр здесь, в Якутии. 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров мерзлоты. Суровые, жесткие, безмерные пространства. Будут ли когда-нибудь берега Лены заселены так, как берега Волги? Всего 3-4 месяца назад здесь был мороз под 60 градусов. Сейчас, летом, около 40 тепла. Но и в самую жаркую пору зима не покидает эту землю. Она лишь прячется вглубь, на считанные сантиметры, метры. Иной раз копнешь всего на 3-4 штыка лопаты, и вот он, лед вечной мерзлоты. Мерзлота пришла в эти края больше миллиона лет назад и останется нерушимой до следующего всемирного потопа. Вот памятник истории русской науки. Шахта Федора Шергина. В начале прошлого века вырыл ее русский промышленник. 10 лет копал. Прошел 116 метров и отступился. Дна мерзлоте не было. Если эту шахту не разморозить, тысячелетия простоит. Если не разморозить. В этом-то и суть всех здешних проблем. Ведь что такое, собственно, мерзлота? Грунт со льдом, смерзшийся в монолит. Но выше нуля лед тает, и прочнейший монолит превращается в жидкую грязь. Ниже нуля вода замерзает, а значит расширяется.
в природе этот процесс идет постоянно. Зимой верхний слой замерзает, летом оттаивает. И все это отражается на земной поверхности. В одних местах земля растрескивается, в других вспучивается, рождаются странные бугры, булгуняхи, ядро которых лед. Возникают байджарахи, мелкие возвышения, разъединенные провалами на месте вытаявшего льда. На севере, в тундре, появляются такие вот квадраты. Ученые называют их полигонами. Не правда ли? Похоже на дело человеческих рук. Целые озера образуются на месте вытаявших участков мерзлоты. Потому-то их так много в Якутии, более 700 тысяч. Словом, здешняя природа играет. Но как бы ни портила она своими играми лик земли, с нашей, конечно, человеческой точки зрения, она сама все и залечит. Дайте только время. Это ведь живая система. Хуже, когда начинаем действовать мы, люди. Действовать часто безграмотно и безоглядно. Расплата следует незамедлительно, и не приходится нам тогда ждать милости от природы. Первое, что бросилось нам в глаза в Якутске, здесь почти нет зелени. Что так? Ведь тайга вокруг города. Оказывается, за 3 века город, сначала не имевший канализации, а потом построивший ее без учета мерзлоты, просто-напросто засолил свое место обитания. А на соленой почве ничего и не растет. Мало того, рассол не замерзает при минусовых температурах. Здания здесь строят на сваях с продуваемым подпольем, специально, чтобы не разморозить монолит. Но если его нет, на чем держаться многоэтажным домам? Едва не четверть жилого фонда Якутии в аварийном состоянии. Больно бьет мерзлота за неуважение законов, по которым она живет. А строительство? Сплошь и рядом возводят насыпи и дамбы без дренажа. И вот уже расползаются озера в центре города, заболачиваются их берега. Когда же научимся мы прежде думать, потом делать? И делать так, чтобы не трогать мерзлоту. Тут правило номер 1. Не повреждать верхний слой почвы с растительным покровом. Здешним дорожникам правило это прекрасно известно. Тем не менее, грунт, щебень для полотна берут где поближе да подешевле, то есть у самой дороги. Пройдет год-другой, оголившийся лед растает, и дорога просто провалится. Но это случится завтра. Сегодня же строители получат премию за перевыполнение. Вся наука Якутии стоит на мерзлоте. От биологии до космофизики. О мерзлотоведах и говорить нечего. Приехав к ним в институт, мы не застали буквально ни одного ученого. Все в поле, на экспериментальных площадках. Даже знаменитая подземная лаборатория, где постоянно идут эксперименты с живой мерзлотой, на сей раз пустовала. Короткое якутское лето. Каждый час в счет.
поле и археологи. Будто идеальный холодильник, мерзлота доносит до нас в неприкосновенности следы тысячелетий. Это не просто булыжники, древнейшие орудия труда. Со времен палеолита 2 с лишним миллиона лет жили здесь люди, на этой самой негостеприимной земле. Канадцы, у них тоже добрая половина страны стоит на мерзлоте, ввели в научный обиход понятие «чувствительность поверхности». Да, мерзлота чувствительна, как обнаженный нерв. А мы по ней гусеницами, колесами, волокушами. Посмотрите на эти полосы, залитые водой. Это следы машин, прошедших годы, а то и десятилетия назад. Не скоро и нелегко залечивает раны Северная Земля. Но мы безоглядно продолжаем сокрушать ее хрупкую экологию. Даже разовый проезд вездехода – травма для тундры. Трехразовый – полная гибель растительности. На сегодняшний день мы успели загубить почти четверть необъятной своей тундры. Мусорим, разливаем нефтепродукты, бесконтрольно сбрасываем воду. В результате большинство городов и поселков опоясано свалками, рукотворными болотами, оврагами. А ведь и в тундре, даже на самом крайнем севере, можно жить в согласии с природой. Тому доказательство Тикси, крупный поселок на берегу Ледовитого. И дома тут не падают, и дороги не проваливаются. А секрет прост. С мерзлотой тут не боролись, с ней сотрудничали. Так что же она такое, мерзлота, для людей? Благо? Бич Божий? Простого ответа нет. Именно мерзлоте обязана Якутия своей великой тайгой. Здесь выпадает лишь 200 миллиметров осадков. Столько же, сколько под Волгоградом. Но там-то полупустыня. Мерзлота поет лес. Но она же создает предельно жесткие условия его существования. Не пускает корни вглубь. Вот она, среда их жизнеобитания. Считанные 15-30 сантиметров. Ниже мерзлая зона. Лес бережно охраняет мерзлоту, защищая ее от прямого воздействия солнечной радиации. Только она, мерзлота, бывает разная. Если под почвой скрываются мощные льды, тайгу вообще нельзя трогать. Сведешь лес, получишь болото. Но и в любом другом месте рубить можно лишь строго соблюдая главное правило лесоводства на мерзлоте. Полностью очищать лесосеку и тем создавать условия для скорейшего появления нового, молодого леса, который посеет сама тайга. Если подрост не появится за 3-4 года, все растает. Ну, а при таком хозяйствовании становление леса затянется на десятки лет.
Лес или пашня, луг или стройка. К любой работе на мерзлоте можно приступать лишь точно зная, что там, под землей. Для этого существует мерзлотная съемка. Имеются кадры мерзлотоведов-геофизиков. Есть оборудование, позволяющее получить полное представление о характере грунтов на участке, о наличии льдов, глубине их залегания. Все есть, кроме одного. Мы все еще не научились работать по науке. Как часто приходится за это расплачиваться, в прямом, денежном смысле слова. Доброго поля здесь никогда не будет, хотя в каждый гектар вложены многие тысячи. Такой рельеф бугры до кочки – результат вытаивания жильных льдов. Любой мерзлотовед мог бы это предсказать заранее. Можно было предвидеть и катастрофу, постигшую Кирдюгенскую мелиоративную систему под Якутском. Она обошлась в 2 миллиона, проработала 5 лет, и уже 5 лет идет реконструкция загубленного поля. Загубленного подземными льдами, да неумеренными поливами. Так можно ли вообще вести рациональное хозяйство в зоне вечной мерзлоты? Можно. Мы побывали на полях совхоза Маганский, в опытном хозяйстве Покровское, на делянках ученых, и повсюду видели поля, луга, пастбища в образцовом порядке. Ни термоэрозии, ни безоглядного освоения негодных площадей. Так ведь и результат соответственный. Урожаи ничуть не хуже, чем, скажем, в нечерноземной зоне. Подумать, в каком-то метре под корнями этих растений вечная мерзлота. Кавалерийским наскоком такое не дается. За этим годы и десятилетия селекционной работы. За этим умная и щадящая мерзлоту система земледелия. Так почему же, зная доподлинно все правила обращения с вечной мерзлотой, мы упорно продолжаем разрушать среду собственного обитания? Что происходит? Не с мерзлотой. Там как раз все понятно. Все по законам физики. С нами что происходит?